Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». Студия Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Память героям. История – это то, что происходит с нами сейчас и что мы решим сохранить для завтра. Республиканское общественное движение Турпалхой отмечает 9-летие со дня образования. О работе организации расскажет наш корреспондент. Защитник Отечества. За пределами службы Айдамир не просто человек в форме, он сын и брат, надежный друг. Расскажем о службе, выборе и боевом пути участника специальной военной операции. Юные художники. Основная миссия конкурса – популяризация изобразительного искусства среди подрастающего поколения. Подведены итоги межрегионального конкурса детского творчества. Благословенную пятницу мусульмане совершили рузбу по воле Аллаха. Рамзан Кадыров прочитал джума намаз в мечети имени Хамзата, любимого дяди посланника Творца. В своей проповеди имам Адам Шахидов рассказал о великих достижениях месяца Рамадан. Богослов напомнил, что Рамадан является великим даром Всевышнего Аллаха, неспосланным им его рабам. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, особо подчеркивал его значимость и с наступлением этого времени проявлял особое усердие в поклонении. شهر رمضان قرآن نرتا دا نوري بن خيل باش بال رمضان بوتا يبا دقن سيستوين الله دال يلشن عليه الصلاة والسلام أمتها قهية برحمة دال باش بال بركة يبوت بوئزة وإذا حوسي دال يلشن عليه الصلاة والسلام أز رمضان بوتن جا أقر تو دق بن خيل باش بال با خبر ألشي شي باخر بسجح حال خردقة قرآن دق ديشر مخاد يشتغلت وإذا إدال الشينا القرآن دوسوش دايش خيل دوش دال جبرائيل الملك عليه السلام هور بيسين ديل يلش وتشيداد وغوشة بختور يشغلق سيرشم ديل يشنو أزامان عشان حمل دوسين خيل دوش دال القرآن جبرائيل الملك نعدو يشرسوا جبرائيل الملك عليه السلام شين إدار بحندلش القرآن تنشاد يشر بحندلوشة ديل يلش عليه الصلاة والسلام أز رمضان بتنجوحة كمرشوج أو صويا قش خلقتوا دال قلنا داش دالش خلق لا أقول كمرشوج ور إذا وأما رمضان بتنجوحة يكمرش الله خز نيسان أو صويا قش خلقتوا دال يلشنو الله صلى الله عليه وسلم كمرشوريجا الله دال جرجوشون ناخن جرجوشون يسمن جرجوشون جوجغتين جين وشون بعد ما سيجوك بيسوريج ناخن جين وشون إس دال جين وشون إس جوجغتين جرجوشون إذا يسمن جينوشن الجوجوت كان جرجع ورش تنديلا بوسم ناخي وديش خلداش دلوسيته قرآن ديش خوشو قرآن عمل ألسم يقرأ كوميرشال لي ساغيته بوسم ناخ دقنشة حسترسه وزي سيلا وشوج الله دالا ديكنز بيقن بويل وليرمي باشا رمضان حجين مارخي بطي تحويشه هوربوت مارخي بوت سنه ويمحكح الآرحة دوق بوسم ناخه دقنش حستوشو ويسخل وجه الله دالا ويمحكنا إيل كتشل الله دل أوغزلو دل يشنو مالر أتساغنو أوغزلو يختوخ ألا أوغزلو يختوخش إزر بركت ويمحكنا بسم داخن دا سوداخش دال قبول ساوديل. За их плечами множество акций и мероприятий, направленных на сохранение памяти героев и духовно-нравственного воспитания молодежи. Значительную работу активисты проводят и в целях поддержки участников специальной военной операции. Республиканскому движению Турпалхой исполнилось 9 лет. Рабиат Гайтиева побывала на торжественном мероприятии. Командир должен быть быстрым и решительным. Таким мы запомнили Зелимхана Батукаева, который получил от сослуживцев прозвище «Шустрый». Его личную историю, мысли о долге донесли до миллиона зрителей активисты движения Турпалхой. Уже 9 лет они работают, чтобы ни один герой не остался без имени, а подвиг без внимания. Я очень горжусь своей республикой. Сейчас у детей есть все. И я очень рад, и я очень надеюсь, очень прошу Всевышнего, чтобы они не видели то, что мы видели. Вот почему сейчас мы находимся там и сражаемся.
Основная цель движения Турпалхой – увековечить память сотрудников правоохранительных органов республики, борющихся против терроризма. Под руководством председателя Джабраила Абдулвагапова команда корреспондентов, редакторов и дизайнеров проводит титаническую работу. Они возвращают имена героев, давая семьям уверенность, что их подвиг не забыт, а молодежи – настоящие ориентиры. В первую очередь, когда мы только начинали, это были посты в социальных сетях. Сегодняшний день за плечами у нас около 500 мероприятий, реализованных крупных проектов, десятки, около 300 тысяч человек охватов, более 5 миллионов просмотров общей сложности на всех ресурсах именно Турпалхой. У нас есть отдельные колонки на республиканских газетах. Основная задача – осветить очерки героев. Мы от этого не отошли. Мы просто добавили больше работы для организации, больше возможностей. И сейчас, благодаря той поддержке, которую оказывает глава республики Рамзан Ахматович Кадыров, у нас сегодня есть возможность реализовывать себя в разных сферах, не отходя от основной работы. То есть и остальные мероприятия, это все, что мы делаем, это призвано, чтобы воспитать чувство гордости в первую очередь за своих героев. К этой дате в ЧГТРК Грозный отпраздновали день рождения организации. Председатель правительства республики зачитал слова приветствия и благодарности от главы региона Рамзана Кадырова. Сегодня мы отмечаем 9-ю годовщину образования республиканского общественного движения Турпалхой. За эти годы активистами движения проведены сотни мероприятий, акций, реализованы мемориальные проекты, которые внесли огромный вклад в укрепление памяти поколений о героях Отечества, о защитниках, самоотверженно исполняющих свой воинский долг сегодня во имя стабильности и безопасности нашей страны. Турпалхой стал символом идеологической базой для патриотического воспитания молодежи. Это одно из важнейших направлений курса нашего первого президента, героя России Ахмада Абдулхамидовича Кадырова. При всесторонней поддержке руководства республики движение Турпалхой сегодня может осуществлять свою масштабную и очень важную деятельность, потому что во многом будущее государства зависит от готовности нового поколения строить процветающую и сильную державу, быть ее достойными защитниками. Я желаю всем участникам движения Турпалхой дальнейших успехов на пути служения нашей великой Родине России. Аллаху Акбар, Ахмад Сила, глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. О значимости работы движения для всего Северно-Кавказского федерального округа рассказал Магомед Даудов. شبيش بول خزاخي شوي مهكدين سو لقر ما خادوش وين اسرولك تحجر ازديون حق نقشي جوحا كورت دولهم نخ وقريت كورت شخدوتي الديونا نيا دالي لوش تاق استعديونا وي يقري داخلهم بولنا وستي تاقتان اسو دا لوش بول وي توربل وي ديونا تسان مصو اغور سير دوزلش اسو تاغن ديون وي بتشعق وموك لربيش آره أبو ديانا قايبكش بالوي وجي إيش ديانا مهكع بوزيش بريمير إيتس ديانا كيجي شوارن ديانا تان مسل جوش ديانا خز قايبكش ديانا شو حدو شو دو شو كرت ديانا جبرائيل أستشوه جنا أحمدية خطا خطر ديانا بوخ مو دعبيد الخيطون جبرائيل هرد شوي أرج ديانا أحمد ديانا شا كورير وتيشل يتر ديانا نبروليني خز لقر ما خادير سوتيشنو وأنا ومحكداس رمضان عشدير يسخليل صوت إدهكن دولا دي قرش أش قوتش مسارة ديونا قوتش بش دير خلر. Кроме того, поздравительные адреса были переданы от Министерства внутренних дел и Управления Росгвардии региона. За вклад в сохранение исторической правды наиболее отличившихся наградили памятными нагрудными знаками от ведомства и благодарственными письмами от главы региона. Изначально я стоял у истоков создания организации Турпалхой, когда мы думали над идеей. Изначально у нас был проект Турпалхой, и со временем
Мы сделали из него организацию. Для меня очень сильно важно внимание главы нашего героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Работаем не ради каких-либо наград, а во благо нашего народа, чтобы в будущем истории наших героев были увековечены. Поздравили организацию и артисты Чеченской государственной филармонии, исполнив патриотичные композиции. Шел вперед с надеждою одной, защищая землю от напасти. Я считал, вернусь домой живой. Также гостям показали первую серию масштабного сериала «Семья Ахмат», съемки которого велись почти 3 года при поддержке Рамзана Кадырова. Проект основан на уникальных кадрах из зон боевых действий и историй военнослужащих легендарного спецназа. Наш первый президент Алмат Хаджи Кадыров, Аллах говорил, что в мире есть только 2 партии. Партия Бога и партия сатаны. И сегодня, хвала Всевышнему, мы в партии Бога ведем борьбу против партии сатаны. Потому что, опять же, мы возвращаемся к тому, что для нас это священная война. Для всех желающих проект будет уже совсем скоро на всех цифровых площадках. История – это то, что происходит с нами сейчас и что мы решим сохранить для завтра. Турпоход за 9 лет доказал это как никто другой. Благодаря им мы знаем, что герой – это не памятник, это человек со своей улыбкой, семьей и судьбой. И пока есть те, кто готов эту судьбу бережно сохранить и рассказать о ней, у нашего народа есть будущее. Рабиат Гайтиева, Моусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Бойцы из Чеченской Республики принимают самое активное участие в специальной военной операции. Один из них – боец ОМОНа Ахмат Грозный, который наравне со всеми отстаивал интересы страны. Моя коллега Мадина Кураева расскажет о пути и служебной деятельности нашего очередного героя. ОМОН Ахмат Грозный, управление Росгвардии по Чеченской Республике, спецподразделение, которое оснащено и подготовлено для самых ответственных задач. Сегодня здесь в строю прапорщик полиции Айдамир Маркаев, участник специальной военной операции. С товарищами он освобождал ряд стратегически важных населенных пунктов на территории Украины. Айдамир! Ола! На службе строгая дисциплина и ответственность. Здесь он один из тех, на кого можно положиться. Коллеги знают его как надежного, спокойного и собранного сотрудника. Выезд или пост любой хавичу, я не помню ни дня, когда Айдамир не пришел ко мне на помощь. Айдамир отлично справляется со своими как и боевыми задачами, так и умственными задачами. Айдамиру можно верить многое на самом деле. Он один из самых правильных людей, которых я только знал. Но за этой привычной формой совсем другая история. История человека, который сделал выбор и встал на защиту Родины. В ОМОН Ахмат Грозный Айдамир работает более 7 лет. Несмотря на молодой возраст, боец заявил себя как ответственный и мужественный военнослужащий. За годы службы он не раз подтверждал верность присяге и готовность выполнять задачи любой сложности. Самое сложное – это разлука с семьей и осознание того, что от твоих навыков зависит не только твоя жизнь, но и жизнь товарища. Пришлось побыстрее учиться подавлять страх и действовать на автомате. Товарищество на фронте – эти понятия перестают быть абстрактными. Товарищество – это когда ты уверен в человеке больше, чем в самом себе. Вера – это когда вокруг опасность, внутренняя вера в высшую справедливость дают силы двигаться дальше. Вещи, которые раньше казались важными, новые гаджеты, карьера, мелкие бытовые ссоры, стали казаться мелкими вещами. И я начал ценить время, которое
проведенное рядом с близкими. Для сослуживцев он надежный товарищ, для командиров профессионал. А вне работы его ждут те, ради кого он всегда идет только вперед. За пределами службы Айдамир не просто человек в форме. Он сын и брат, надежный друг и часть большой общины, где его знают не по званиям, а по поступкам. Чтобы понять его таким, какой он есть в жизни, мы приехали в Шелковскую, где живет его семья. Дома друзья детства, родные люди и мама, которая оказывает Айдамиру особую поддержку. Ее слова самые важные. Женщина хоть и стесняется, но делится, что сын оправдал все надежды и стал опорой для всей семьи. Musso madetna itin ikwarta otin zani lebesh barkhsa bagdek baghal diyza da na yash watina ya de hoy yash khitina ya aidlo shash yash watina za arzdiandat da lebes kawrstash khiyetan binaq dikan waganoy khar daqa ulqan waganoy nagna yurtna aidalna dalgerga dokcendolshkhaz. Друзья признаются, рядом с Айдамиром чувствуется уверенность. Его слово крепкое, поступки надежные, а отношение к близким неизменно искреннее. Они ценят эту дружбу и говорят о том, что горды идти по жизни рядом с таким человеком. Самоеш лула даса, ще самоеш лил шуз да кыза тре пришел беханят, тре елшохан тунизаят, zaman шоха шорт қахе гаш едигит яқитна так балат адол хал сунду шту так اسو اول جناح تنخ لات ديت نش موچق ولا так ملجمول شنح групп доверия, группицы, вычурш, дикция, Айдамир Маркаев активно участвует и в общественной жизни, представляя свое подразделение на межрегиональных встречах и мероприятиях. Неоднократно отмечен различными государственными медалями и грамотами. Имени Ахмата Хаджи Кадырова дала обладается Тунцонцерх, Белштольный релиз рукопашек Республики Аркан. Служба на передовой, встречи с ветеранами, участие в федеральных проектах и возвращение домой. Так выглядит повседневная жизнь прапорщика полиции. Это история о долге, ответственности и о людях, которые рядом и делают этот путь значимым. Мадина Кураева, Магомед Басаев, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Иса Хаджимурадов провел семинар-совещание с активистами. Тема встречи – подготовка к сентябрьским выборам. В единый день голосования жителям предстоит избрать главу республики, 4 депутатов Государственной Думы, а также сформировать состав чеченского парламента и представительных органов муниципальных образований, в том числе Грозного. В общей сложности на всех уровнях будет распределено 385 мандатов. В ходе обсуждения особое внимание уделили работе местных отделений, изменениям в избирательном процессе и правилам выдвижения кандидатов. Мы наметили ближайшие планы на работу по подготовке к выборам. Партия «Справедливая Россия» намерена принять участие на всех уровнях выборов, которые состоятся в нашей республике. Те задачи, которые мы поставили, и те итоги, которые мы подвели на данный момент, они идут в общую копилку той работы, которую мы проводим в преддверии подготовки к выборам. Министр науки и образования региона Хошбау Дедаев в ходе рабочей поездки в Итымкалинский район посетил площадку строящейся школы на 220 мест. Возведение объекта ведется по поручению главы республики Рамзана Кадырова. В рамках национального проекта «Молодежь и дети». Вот школа в эксплуатацию запланирована на 2027 год. Реализация подобных инфраструктурных проектов находится на особом контроле, так как 2026 объявлен Рамзаном Кадыровым годом горных районов.
В Грозном подвели итоги межрегионального конкурса детского творчества «Я художник, я так вижу». Юные таланты из разных субъектов продемонстрировали свое мастерство в живописи. Рамзан Абоев о творческом состязании. Я решила запечатлеть такой фрагмент, как всадник наслаждается своей, можно сказать, своей территорией, где он проживает, своей родиной, как он смотрит на нее. Живописное полотно Адели Абуевой пропитано духом старины. Ее вдохновил традиционный образ жизни в чеченских горах. Сегодня работа юной художницы удостоена 3-го места. Свой путь она мечтает связать с архитектурой. Для меня это не первый конкурс, но такое наслаждение было, так интересно было. Я не ожидала такого размаха, что будет столько всего, столько подарков. То, что я вообще займу, я не была уверена, тем более межрегиональный конкурс. Межрегиональный конкурс детского творчества «Я художник, я так вижу» проводится первой грузинской детской художественной школы. Юные таланты продемонстрировали свое мастерство в 4 номинациях, включая графику и живопись. В этом году приняли участие более 10 школ, из которых 7 школ из регионов. В основном это Республика Северная Алания, у нас участвуют Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия. И мы этому очень рады, потому что ежегодно у нас расширяется круг привлекаемых к нашему конкурсу регионов. Жюри, художники, искусствоведы и педагоги оценивали работы по критериям оригинальности, техники исполнения, композиционному решению. Победителей и призеров наградили кубками, дипломами и памятными подарками. Дипломом 1-й степени награждается Амарова Саржана. Экспозиция лучших работ размещена в Государственной галерее имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В их числе 8 работ воспитанников детской художественной школы Правобережного района Беслана. Заняли 3 призовых места. Это 1-й, 2 вторых. Это очень хороший результат для нас. Показать свой опыт работы детей. И работы детей это не только их, но и 60% работа педагога, которую они вкладывают в своего воспитанника. Для многих ребят этот конкурс – первый серьезный шаг к вершинам профессионального мастерства. Основная миссия конкурса – популяризация изобразительного искусства среди подрастающего поколения. К ключевым задачам относятся стимулирование творческой активности детей и создание условий для обмена опытом. Рамзан Абоев, Шамсудин Джабраилов. Вести. Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.